решения, которые Selam dostlar. действительно помогают. Короче, bu нинди хатындыр, украинкамы. Что если Украине все-таки В удастся телеграм-канале, там, в ютубе можете полностью посмотреть. быть самостоятельным, сильным государством, то очень может быть, что завтра вопрос о своей независимости от Кремля и от Москвы заявят и другие народы, которые пока что сейчас входят в состав Российской Федерации. Это нам относится. Давайте разберемся, почему Башкортостан, какие-то Татарга. народы принимают решение быть в составе какой-то империи, какого-то объединения. Обычно это происходит потому, что вот этот центр, он предоставляет какие-то, замечательные там знания, какой-то культурный бэкграунд невероятный, какой-то правовые отношения, которые действительно помогают развитию этих народов. Или, например, дает какие-то супертехнологии, которые позволяют этим народам, как-то очень здорово развиваться. Давайте посмотрим на то, что из себя сейчас представляет Россия. И что, о чем так переживает Юля, что вот это, не дай бог, распадется. Вот на сегодняшний момент, вы меня извините, но совершенно не очевидно для коренных народов, которые оказались в составе Российской Федерации, что нужно продолжать оставаться в составе этой федерации. Почему? Потому что делает Кремль? Он просто пользуется природными ресурсами того же самого, той же самой Якутии, того же самого Кавказа, других национальных республик, ничего не давая взамен, кроме директив, отправлять людей из этих регионов на никому не нужную братоубийственную войну в Украине. То есть никакого смысла народам, которые находятся сейчас в составе Российской Федерации, оставаться вот в такой Российской Федерации нет. И если мы говорим про какую-то стратегию в отношении России, то прежде всего мы должны говорить о том, что народы России должны иметь возможность свободно выходить из состава Российской Федерации, если они это захотят. Как в свое время, например, Англия спокойно вышла из состава Европейского Союза, и никто из Европейского Союза не начал войну против Англии и не начал стирать с лица земли, например, Лондон за то, что они приняли решение не быть в составе Европейского Союза. И если мы уж говорим про создание, если не прекрасной, то хотя бы нормальной России будущего, то прежде всего это должно быть закреплено, что любой народ, который входит в состав Российской Федерации, должен иметь право выйти без всяких последствий из этой Российской Федерации. И без победы Украины этот пункт будет просто нереализуем и невозможен. И на самом деле сейчас у народов, которые оказалось, такое у них несчастье, что они оказались в составе Российской Федерации, у них большие вопросы к Кремлю, а вообще, что им дает вот это объединение, что им дает, какие выгоды они получают от того, что они находятся в составе Российской Федерации. Вот что они получили, кроме того, что их людей отправляют на убийственную войну, у них Кремль отнимает их ресурсы природные, что они не могут распоряжаться собственным краем, они не могут принимать какие-то решения по собственной жизни, они все должны через центр согласовывать. Отдавать все деньги. Какой смысл оставаться в рамках такого объединения? Все ресурсы отдаешь Москву, потом он снимет помазок канабиря. Озвучила в своей речи Юлии Навальной. Мы об этом и долбим, блядь. Нужно и Руслан, и Рафис, про будущее России, про стратегию развития России исключительно в контексте войны с Украиной. И невозможно прорабатывать стратегию развития России без стратегии развития Украины. И мне кажется, что вот здесь крайне важно, на первый взгляд, и мне кажется, что вот здесь крайне важно, на первый план выходит вопрос нормальной, адекватной помощи Украине, в том числе военной, в том числе со стороны российского гражданского общества. Потому что сейчас без победы Украины
которая в первых рядах сражается с путинским режимом. И в том числе, я напомню, и российские граждане вступают в ряды украинской армии и с оружием в руках, рискуя жизнью, воюют с путинским злом и с этой путинской империей. И говорить что-то про прекрасную Россию будущего без требования помощи, военной помощи Украине невозможно. И Запад должен, если мы говорим о каком-то нормальном развитии, должен прежде всего адекватно и честно помогать Украине победить этот путинский режим. А задача каждого честного оппозиционного политика – это делать все для победы Украины и делать все для того, чтобы освободить Россию от путинизма. Ну и, конечно, помнить, что народы России имеют право на самоопределение, они имеют право на самостоятельное принятие решений по своей собственной жизни, и они имеют право не быть в составе Российской Федерации. Всё. Речь Юлии Навальной Надеюсь, на поняли. Славянском стратегическом